есть определенные, оказывается, процедуры, которые надо проходить, да? Это вот связано именно с исследованием. Такое место, да, место, которое действительно связано с историей, с памятью на самом деле, поэтому, конечно, проведение историко-культурной экспертизы на таких объектах, оно обязательно по закону. То есть в данном случае вот, мы всего-навсего соблюли законодательство. Мы не припомним, да и, наверное, скорее всего, не только то, что в Гагаринском, вообще то есть в городе, то есть это крайне редко, что могут какие-то археологические раскопки проходить, но они необходимы для того, чтобы этот проект завершить. К сожалению, то есть это, можно сказать, необходимая мера для того, чтобы это сделать. И самое главное, что этим занимаются высокопрофессиональные специалисты. Ну, вообще, то есть этот проект реализуется в рамках, то есть программы, то есть народный бюджет. То есть сейчас в этом году проходит уже второй этап его. Инициатором является округ ТВ. И очень благодарны, то, что в лице, то есть, руководителя Желнина Олега Леонидовича, он взялся, то есть, за вот эту очень серьезную работу. Вообще, то есть, этот проект очень интересный, то есть здесь прослеживается преемственность поколений, и, как говорится, второй год подряд пытается привести в порядок, то есть, данное святое место, Новгородский погост. И результаты мы получили довольно интересные. Даже вот с научной точки зрения кое-что открыли для себя новое. Вот мы сделали 2 шурфа разведочных. Здесь территория маленькая, поэтому согласно требованиям 2 шурфа здесь более чем достаточно. Вот 1 шурф мы заложили там, где предполагается устанавливать памятник. 2 там, где лежал исторический надгробный камин, который говорит о том, что этому кладбищу более 100 лет. Вот, и в этих шурфах, естественно, поскольку тут кладбище, заранее было известно, что какие-то погребения обязательно попадутся. Это действительно так и случилось, но мы эти погребения вскрывать не стали, поскольку погребения эти православные, обряд погребения хорошо известен, в общем, беспокоить мертвых лишний раз ни к чему. Вот. В одно погребение, второе, к сожалению, оказалось продавлено грунтом, то есть это естественный такой процесс, оно, по-видимому, было старше. Вот, в нем оказалась похоронена молодая незамужняя девушка. Об этом говорило отсутствие обручального кольца, об этом говорил ее яркий праздничный наряд. И вот то, что для нас, собственно, стало открытием, об этом же свидетельствовал белый цвет ее гроба, который в данном случае имитировал как бы подвенечное платье. Вот. Погребения были очень глубокие, они их захоронили на глубине чуть больше 2 метров. Это соответствовало и законам Российской империи, и также соответствует современному российскому законодательству. Именно поэтому мы с легким сердцем дали разрешение на благоустройство этого сквера, поскольку работы по благоустройству не предполагается проводить на глубину более 1,5 метра. То есть все погребения, которые здесь есть на этом кладбище, они останутся в целости и сохранности абсолютно нетронутыми. Вот, так что близкие погребенных здесь людей не могут не беспокоиться о том, что кто-то потревожит покой их предков. А это правда, что из истории этого погоста, да, как бы, я напомню, что казаки получили наделы, да? И здесь была тайга, да? Вот, когда мы беседовали в прошлом или в позапрошлом году с родственниками, пожилые люди рассказывали, что здесь был большой сосновый бор. Что вот эти сохранившиеся сосны – это очень малая часть от того леса, который вообще на этом холме находился. Мы немножко рассказали вам об истории этого сквера, немного рассказали о тем, что здесь предполагается.
у нас действительно происходит небольшая задержка, но это согласно законодательству, надо получать определенное разрешение. И поэтому есть вероятность, что мы сейчас только сделаем примитивные работы по благоустройству. Но в принципе, если брать план работы бюджета, народного бюджета города Якутска, он выполнен в принципе. Сейчас заканчивается обработка плит. Я думаю, в конце недели уже они появятся. Будет здесь стоять, вон видите, вот там должен стоять крест, там будет. Но там для этого надо будет делать большой постамент. Ну, это все как прикажет нам госпожа природа и погода. Если удастся, сделаем. Нет, я думаю, что весной закончим. Согласно народного бюджета производится подготовка 27 плит памятных и обелиска в виде креста. И сегодня мы находимся именно у подрядчика нашего. У нас уже практически все готово. Заготовки есть. Вот такой вот крест бетонный. Мы его сделаем под гранит. Естественно, тут подработаем все. И здесь серебром, наверное, сделаем под гранит. Здесь вот у нас он будет вставляться сюда. Здесь, значит, мы просверлим 2 отверстия. И вот он будет как бы у нас здесь установлен. Его высота и ширина, так скажем. Ну, высота где-то в рост человеческий, да, примерно около 1,60 м. Вместе с постаментом где-то 1,80 м будет. Ну, и как мы предполагали, что, скорее всего, наверное, сделается постамент уже на месте, да, там где-то да, там будет в районе метра, да, где-то. Да. И тогда он будет смотреться, ну, так, красиво. Естественно, если он будет не в таком виде, а под гранит. Ну, вот эту фаску мы, наверное, сделаем под серебро. Потому что, когда мы делали под бронзу вот такие, да, вещи, то, ну, делали под золото. Здесь, наверное, скорее всего, ну, лучше будет под серебро. Ну, мне... Под серебро, да? Да, под серебряную фаску. И она будет оттенять его, и будет смотреться так довольно-таки красиво. Значит, вот плиты, они уже вот в таком законченном виде. Они лакированные, ну, на один раз. Мы еще один защитный слой будем наносить сегодня вечером. И завтра уже как бы можно будет выставлять. Значит, вес одной плиты, ну, где-то в среднем килограмм 70. Вот так вот в среднем она выходит. Ну, примерно они все одинаковые, конечно. Там, ну, может быть, разница у них там небольшая совсем. Ну, вот вес такой, не маленький, скажем так. А в основном мы делаем, занимаемся, значит, вот такими декоративными, как бы, бетонными изделиями, значит, вазоны. А мы их там окрашиваем всевозможными окрасками под гранит, малахит там и так далее, и так далее. У нас уже есть в городе наши работы стоят. Скамейки, балясины и так далее, и так далее. Поэтому опыт у нас есть в этом деле. А такого большого отличия от могильной плиты от, например, вазона там весом 300 с лишним килограмм, как бы такого большой разницы нет. Окраски производятся то же самое, практически по одной и той же технологии, и они уже зарекомендовали себя многими годами. Сегодня у нас начался очередной этап, это высадка саженцев. В этом нам помог один из династий Новгородовых. Ваши родственники здесь лежат. Да. Степан Новгородов. Сегодня что мы делаем, Степан? Выкапываем ямы и садим посадочные материалы. Расскажите нам, какую лучше, вот вы привезли, вот это сосна, да? Да, это сосна. Лучше садить тем моложе, тем лучше. Мы выбрали такие примерно вот чуть больше метра, потому что они хорошо проживаются. Ну, соответственно, сейчас люди ямы выкапываем лопатками, все это смачиваем водой, ямку, садим все. И будем смотреть до весны и до следующей осени. Следующей осень, наверное, будем. Часть все равно болеть будет и не приживется. Какой-то процесс. Необходимое дело делать. Конечно. Я здесь 8-е, детям мне 8-е поколение. Сын мой.
Вот, я 7-е. Да? Да. Здесь будет сквер. Вот. Даже приятно, вот тут написано сквер. О, моего прадедушки и дедушки. Я считаю, что это просто богоугодное дело. И вот мы, родственники, здесь с удовольствием вашу идею поддержали. У меня здесь вот отец репрессирован, похоронен, брат в 53-м году умер. И очень много родственников Новгородовых, все. Мы же здесь жили на дачах, это, наверное. Поэтому вот это богоугодное дело.